Всем привет, с вами я, Нурбол, и сегодня я пишу 100 звездам в их инстаграм-странице, точнее в директ. Выкину печаль, это ритуал вуду. То буду, то не буду, подружимутся. Мутент одной втирает, будто он конфуц. Дарит эти слова на путь. Она хочет турц, знаем по цвету, у него в кармане унция явно. Рисую Себастьяна плавно. Мой стайл это проявлять смекалку. Чё бы ни сказала, там тебе гадалка. Зная, надя, угорает такт. Песня ни о чем, чтоб Джей кайфануть так, Джей для кентов так, Джей хайпануть, Песня ни о чем, чтоб Джей кайфануть так, Джей для кентов так, Джей хайпануть, Песня ни о чем, чтоб Джей кайфануть так, Джей для кентов так, Джей хайпануть. Я буду писать 100 звездам в их инстаграм-странице в директ. Эта идея довольно-таки не новая, но в Казахстане, насколько я знаю, такого еще никто не делал. И почему бы не сделать это? Написать 100 звездам это оказалось не так-то и уж легко на самом-то деле, потому что сначала их надо было 100 человек найти, потом им всем придумать какое-нибудь сообщение, чтобы они желательно ответили. И да, в принципе, написать. Еще есть в Инстаграме ограничения на письма в директ, и меня не раз блокировали из-за этого. Честно скажу, я 100 звездам уже написал, и времени прошло около месяца или два точно, потому что многие блогеры и другие личности популярные у нас отвечают иногда с некоторым опозданием. И это, в принципе, нормально, у них слишком завалены директы. Давайте я прочту всех, кому я написал, и ускорю потом это в монтаже. Геннадий Головкин, Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы, Аша Матай, Айхан, Джахалип, Димаш Адлет, Бейсик Киев, Хаким Мукарам, Харан Талабек, Кадырбаев, Час Расул, Мисанов, Аскар Ильясов, Арманжан, Джейков Аббали, Джокер, Джокесус, Виталий Бужан, Юсупов, Ахмедбек Нусила, Алибеков КЗ, РРМ 777, Шарипов Улугбек, Уркени, Марлен Кадбари, Реал Скрип, Панш Бейсеков, Илюха Сенсей, Маркленов, Кайра Алласов, Дасик Альба, Минин Берус Райпер, Аден Маргулан, Ербол, Дарион Лян, Худайберген Хайрат, Максим Сарсенов, Нурлан Байдильда, Миржан ТВ, Урашев, Нурсмак, Квантер, Анвар Нурпеисов, Ахан Сатаев, Секавайн, Худайберген Димаш, Терри Тима, Тухаев Онлайн, Радбек, Уксупова, Арчибалд, Алим Юсупов, Аюнесен, Юсупов 21, Байзакова, 13 Назима, Айсултан, Аяшалхар, Азиан Флэш, Нуртас Адамбай, Елипаев, Байлер Шумсай, Хиросима, Сеймо, Трувер, Молодой Босс, Коянбаев, Нурлан, Беркут Казахстан, Еркей Исмахан, Сабиркин, Нагимуша, Аминока, Тупашева, Картоп ТВ, Кагери Твинс, Таватем, Ахмад Хельми, Райм Кизет, Бек Султан, Жан Доста, Зак Каунт, Инстаграм, Халем, XXXX, Видюзент, Бала, Аселина, Travel Blog, Бика Бризи, Дархан Джуз, Принц Верни, Молден Назар, Илья Жапаров, Хабатов Турсубек, Батыров, Шакенти, Харакат, Азабраза и Төрегали. Вот эти 100 человек, которым я написал. Ответы были, кстати, чтобы вы не думали, что мне вообще никто не написал. Нет, парочка человек все-таки ответили, и их ответы мы сегодня прочтем. Первое, кому я написал, это был Triple G Boxing. Это у нас Triple G, это Геннадий Головкин. Это один из самых популярных людей, в принципе, знаменитостей в Казахстане. И я ему написал: Гена, я безумно уважаю тебя не только потому, что ты отличный боец или то, что ты из Казахстана. Я уважаю тебя за то, что ты смог достичь таких высот и выбраться из тех мест, где тогда были сложные времена. А еще, Гена, не забывай, что твой самый сильный противник – это ты сам. Верь в себя и побеждай, а мы тебя поддержим. Такое вот милое сообщение получилось. Дальше, если идти, я написал вот даже Джахалибу. Когда трек со скриппи замутите, хотелось помечтать. В принципе, почему бы и нет. Он ушел из газа, основал свой лейбл, почему не помочь своим? Уверен, ваша совместка будет как минимум в истории казрэпа. Я довольно-таки слежу за казахстанским рэпом, и для меня это было, в принципе, очень душевное письмо, потому что я этого реально хотел, почему бы и нет. Еще один из людей, которому я написал, это Аскар Ильясов. Если вы смотрели фильм «Бизнесмены», он там играет главную роль Ануара, если я не ошибаюсь, и я ему написал. Я понимаю, что немного поздновато пишу, но «Бизнесмены» — это просто космос, чувак. Я в кинотеатр 4 раза сходил, чтобы посмотреть. Удачи тебе в дальнейшем. Кстати, какие фильмы посоветуешь?
Ну, мне реально было интересно, какой же он фильм все-таки посоветует. А «Бизнесмены», да, я реально сходил 4 раза в кинотеатр, чтобы посмотреть. Идем дальше. Жека, когда новые треки? Кстати, я это писал, я же говорил вначале, что писал. Написал где-то месяц назад точно. И тогда еще Жека ничего особо так не говорил про это. Но если вы не знаете, то у Жеки вышел новый альбом. И вот только вчера, пока я записываю этот ролик, у него вышел клип на песню «Летнее платье». Кстати, обязательно послушайте. Хотя немногие меня смотрят, но все же да, послушайте. Короче, а еще я написал, знаете кому? Я написал, сейчас, Токаев онлайн, да. Я ему написал, такие хотя бы бір суретіме лайк басыңызшы. Это президент Казахстана, если вы не знаете. Когда говорят президент Казахстана, все вспоминают почему-то Нурсултана Назарбаева. Да. Люди, которым я писал, большинство из бизнес-сферы, потому что мне это интересно, и мне было реально интересно получить их ответ. Один из таких людей, которым я написал, это был Шарипов Улугбек, сооснователь компании Шохан Суиц. Я ему написал, каково это одевать самого Ельбасы в свой костюм, и что посоветуете, чтобы быть успешным. Из путешественников у нас я написал travel блог KZ. Он очень часто путешествует по Казахстану и за границей. И я решил у него спросить, какие топ-5 мест посоветуете в Казахстане, которые должен посетить каждый. Урашев. Кстати, мне было интересно, почему его люди читают и чем он так цепляет людей. И поэтому я ему написал, в принципе, так же. Чем вы так цепляете людей, что они вас читают? Вы даже не представляете, насколько я сейчас счастлив. Я себе налил выпить, и я только что проверил, что звук записывает. Боже, это такое счастье. Надеюсь, он сейчас тоже записывает. Блин, я когда услышал нормальный звук, у меня просто такое счастье. И сразу появилось желание снимать и снимать, снимать и снимать. Короче, написал я стольким людям, и теперь будем читать, кто же мне все-таки ответил. И это же самый интересный момент, поэтому туда и перейдем. Самым первым ответ я получил от RRM 777. Если кто не знает, это основатель Choco Family, Choco Travel, Choco Life, Choco Food. Он является одним из первых людей, кто развивает IT-бизнес в Казахстане. Я ему написал, сколько стоит стажировка в Choco и что нужно сделать для того, чтобы вы дали интервью. А он мне ответил почти сразу же, мне кажется, это бот или его люди там сидят, не знаю, может он сам написал. Стажировка бесплатная при успешном прохождении собеседования. Разработчикам оплачиваем стипендию в 100 тысяч тенге в месяц. Я ему написал, понятненько, а что нужно сделать для того, чтобы вы дали интервью? Он прочитал и не ответил. Но теперь вы знаете, сколько стоит стажировка в Choco, и теперь вы знаете, что она бесплатная, и даже можно получить стипендию. А вторым человеком, кто мне ответил, был Урашев. Я ему и до этого писал, всякие свои посты кидал, которые я писал сам, и просил у него критику. Он и раньше мне отвечал, но я решил попробовать в рутине этого проекта, скажем так, проверить, напишет он мне или нет. Я ему написал, как вы вначале помните, чем вы так цепляете людей, что они вас читают, и он мне с юмором ответил, сам не знаю. Для меня это было очень прикольно, потому что блогер так отвечал, я от него думал ожидать такое, типа, я пишу такие крутые посты, все дела, я путешествую, за этим смотрю, а он просто с юмором и коротко ответил, мне это очень понравилось, а снизу вы можете прочитать мой ответ, да. А дальше у нас Оскар Ильясов. Кто не знает, это актер, главный актер в фильме «Бизнесмены». Он мне очень нравится, его игра, и, в принципе, он сам крутой чувак. Он мне ответил, никогда не поздно, посмотри прочь. Да, Оскар Ильясов посоветовал
Аскар Ильясов советует фильм «Прочь». Если вам нечего посмотреть, то посмотрите. Я еще не открывал, если честно. Дальше и мне ответил Нурсмак, сооснователь компании Шохан Суиц. Что прям очень хочется, я типа такой весь на энтузиазме ему написал: конечно, кому будет неинтересно то, как наши казахи создают костюмы мирового уровня по столь доступным ценам, это вообще как, типа. И дальше так же. А потом он мне просто отправил вот так вот, типа, не знаю даже, что это означает, возможно, когда-нибудь в будущем, или, возможно, никогда, типа. Следующим человеком, который мне ответил, был Travel Blog KZ. Это один из самых крутых блогеров travel у нас в Казахстане, да. Я у него спросил, какие топ-места в Казахстане должен посетить каждый, и он мне отправил ответ. На первом месте стоит Баянаул. Честно, не знаю, где это. На втором месте стоит Устюрт. Если я найду фоточки, я буду прикреплять, да, вот Баянаул, или видосы там. Вот первое Баянаул, второе Устюрт, третье Кольсай, четвертое Шарн, это каньон Шарн, и пятое Туркестан, это он имел в виду, наверное, город сам. И я ему ответил Рахмет. Последним же, кто мне ответил, был Ларион Лян. Я ему написал, что нужно сделать, чтобы вы дали интервью. Он мне ответил: здравствуйте, площадка, где уже брали интервью. Площадка, а вы вообще не против? Я, если честно, его не понял от этого. Но он ответил, это уже прикольно. Вот так вот все было. Вот столько вот человек мне написало. Из 100 человек мне ответили 6. И все эти 6 человек очень крутые. Респект вам. Ну, вот такой вот получился ролик, ребята. Надеюсь, короткий. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что я буду стараться все лучше и лучше делать. Как вы заметили, на этом выпуске уже хороший звук. Ну, относительно неплохой. И надеюсь, что он до сих пор записывает, потому что не угадаешь, записывает он или нет. Подпишитесь. Мне от этого очень жутко приятно. У меня уже больше 40 подписчиков. Это прям супер. Еще напишите в комментариях свое мнение, кому бы вы написали и от кого вы хотели или ожидали получить сообщение. А также все люди, которые мне написали с их инстаграм-никами и моими сообщениями, будут в описании к этому видео или в комментариях. Если вы хотите прочитать, кому я и что писал, там бывают довольно прикольные сообщения, то можете переходить и смотреть. Кроме всего этого, подпишитесь на инстаграм тоже. Туда я все, бывает, закидываю тоже прикольные видосы и фоточки, в принципе. Да и бэкстейджи с роликов тоже туда закидываю. Поэтому вот такой вот ролик. А сейчас пойдут скриншоты с моментов тех людей, которые открыли мое сообщение и посмотрели его, но не ответили. Им тоже большое спасибо. Всем спасибо, что досмотрели до этого момента. И удачи вам по жизни. Пока. Как бы ты ни ставила стопы, теперь итог.